Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде построят новый жилой квартал. Туркменистан продлил около 200 тысяч паспортов граждан, находящихся за рубежом. В городе Аркадак откроется штаб-квартира благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова и другие новости. В жилом массиве Гуртлы в Ашхабаде планируется строительство нового жилого квартала. По заказу Министерства строительства и архитектуры Туркменистана здесь будут возведены 46 четырехэтажных жилых домов, средняя школа на 720 мест, детский сад на 320 мест, парк, торгово-развлекательный центр и 7 двухэтажных домов торговли и обслуживания. Дипломатическая служба Туркменистана в условиях сложной эпидемиологической обстановки, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, происходящих в мире, предпринимает активные меры по защите прав туркменских граждан, находящихся за рубежом. По сообщению Министерства иностранных дел страны, посольства и консульские учреждения Туркменистана за рубежом продлили около 200 тысяч паспортов граждан Туркменистана, которые находятся за рубежом и не смогли вернуться на родину из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Правительство Туркменистана организовало десятки вывозных спецрейсов для своих граждан из России, Белоруссии, Китая, Турции, Германии, Польши, Румынии, США и других стран. Часть этих спецрейсов была организована на безвозмездной основе. Штаб-квартира благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова будет расположена в новом административном центре Ахалского вилаята. Об этом национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана, сообщил во время рабочей поездки в город Аркадак. По словам Гурбангулы Бердымухамедова, вопросы охраны здоровья юных туркменских граждан и их гармоничного развития постоянно находятся в центре внимания государства. Туркменистан и Международный союз автомобильного транспорта работают над проектами по улучшению транзита и упрощению трансграничных процедур. Стороны активно обсуждают на экспертном уровне идеи, направленные на развитие таможенной сферы Туркменистана. В сентябре 2022 года Туркменистан запустил приложение, позволяющее держателям книжек МДП подавать электронные предварительные декларации в таможенные органы разных стран. Французский институт в Ашхабаде объявил о старте записи на весеннюю сессию курсов французского языка, которые начинаются уже 10 апреля. Курсы будут проходить с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00. В Государственную Думу Российской Федерации внесены поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы с 18 лет до 21 года. Кроме того, законопроект предусматривает повышение и верхнего предела призывного возраста с 27 до 30 лет. Число погибших в Турции в результате разрушительных землетрясений возросло до 48 448 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Среди погибших 6660 иностранцев, большая часть из которых сирийцы. На сегодняшний день судмедэксперты пытаются установить личности 1615 человек. По словам Сойлу, ежедневно среди пострадавших распределяют 3 882 000 порций горячих блюд и 4 миллиона буханок хлеба. Сборная России по футболу в июне примет участие в первом чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии. Об этом заявил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев. Турнир с участием мужских национальных сборных пройдет в Ташкенте и Бишкеке с 9 по 21 июня этого года. По словам организаторов, свое участие в чемпионате подтвердили все 6 членов футбольной ассоциации Центральной Азии. На этой неделе пройдут заключительные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых станут известны имена всех четвертьфиналистов. 14 марта Манчестер Сити примет Лейпциг, а Интер отправится в гости к Порту. На следующий день Реал встретится с Ливерпулем, а Наполи проведет встречу с Айнтрахтом. Все матчи начнутся в час ночи по ашхабадскому времени. Прямые трансляции Лиги чемпионов в Туркменистане можно посмотреть в эфирах телеканала Матч ТВ и тематических каналах холдинга. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.